Добрый день, уважаемые участники. Мы начинаем наш вебинар, который посвящен вопросам проведения входного мониторинга участников проекта «Эффективная школа». Меня зовут Аверин Александр Викторович, я являюсь заведующим Центром научно-методического сопровождения программы проекта в области образования, в общем-то, курирующим реализацию данного проекта на территории Республики Коми. У нас с вами не будет картинки визуальной. Я надеюсь, что вы хорошо все слышите. Если нет, то, пожалуйста, сообщите мне. Также я готов зачитать вопросы, которые будут в чате, и постараюсь на них ответить. Итак, проект, который мы реализуем, проект «Эффективная школа», уже на территории Республики Коми реализуется в течение 3 лет. И в 2020 году он продолжает свое существование. И естественным образом одно из мероприятий, запланированное в рамках реализации данного проекта, это проведение мониторинга. И сегодня именно об этом пойдет речь. Нормативными основаниями проведения мониторинга у нас выступают два приказа. Это приказ Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми от 10 февраля 2020 года, номер 54-П, который называется «О реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации развития образования на территории Республики Коми». Второй приказ – это также приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 23 марта 2020 года номер 242 об утверждении образовательных организаций участников мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации развития образования на территории Республики Коми в 2020 году. То есть первый приказ у нас регламентирует основные мероприятия, реализуемые в течение календарного года, а второй, он регламентирует непосредственно участие образовательных организаций республики в рамках данного проекта. Основными целями или целью данного мониторинга является изучение особенностей реализации региональной и муниципальной программ поддержки общеобразовательных организаций, участников проекта «Эффективная школа» в 2020 году по выводу их на эффективный режим функционирования. И в качестве основных задач данного мониторинга можно назвать следующие. Они будут предметным содержанием данного мониторинга. Это изучение качества результатов обучения, это изучение качества преподавания, это изучение качества управления, изучение качества школьной среды. И кто же принимает участие в мониторинге? Вы видите, здесь обозначено 37 общеобразовательных организаций, и это образовательные организации республики, которые имеют статус участников школьных команд. То есть не школы-лидеры или школы-тьюторы, а только школы-участники. Еще раз обращаю ваше внимание, что это общеобразовательные организации Республики Коми, которые были определены приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 23 марта 2020 года номер 242. И, уважаемые коллеги, сейчас, наверное, один из самых главных вопросов – это календарь мониторинга. Вы видите, первая дата – это 6 апреля, 30 апреля, когда мы будем осуществлять сбор мониторинговой информации от общеобразовательных организаций, вошедших в этот список. Далее, в течение последующих 3 недель мы планируем провести обработку и анализ мониторинговой информации
также обеспечить формулировку рекомендаций. Ну а с 23 по 30 мая, то есть оформить аналитические отчеты и направить их участникам мониторинга. Обращаю ваше внимание на то, что мониторинговые исследования, они претерпели определенные изменения по сравнению с предыдущим годом, поскольку требуют в рамках проекта подготовки адресных рекомендаций для каждой общеобразовательной организации, которая принимала участие в мониторинге. Поэтому здесь будут представлены не обобщенные данные, а будут представлены индивидуальные данные по каждой общеобразовательной организации, которую мы получим, которую мы обработаем, а также рекомендации, которые могут быть предложены для общеобразовательной организации по созданию условий, по повышению качества а, образовательных результатов и не только с учетом как раз полученных непосредственно результатов. Данная информация поможет нам выстроить работу в течение календарного года в контексте решения вопросов о повышении квалификации, проведения непосредственно ряда мероприятий в сетевой форме, в очной форме по обобщению опыта и так далее. Ну, а также полученные результаты помогут нам непосредственно обеспечить школу лидеров той информацией, которая может быть использована ими для разработки непосредственно программ тьюторского сопровождения школ участников данного проекта. Поэтому мы планируем в течение чуть более 1,5 месяцев завершить данную работу и представить данную информацию адресно образовательным организациям. И мы анонсируем на настоящий момент первый этап до конца апреля сбор мониторинговой информации. Что представляет собой данная информация, то есть что туда непосредственно войдет, что мы ожидаем. И здесь есть некоторые рекомендации в данном случае, кто может заполнять те или иные формы и так далее. Во-первых, это качество управления. Данная форма может быть заполнена руководителем общеобразовательной организации, являющейся участником проекта «Эффективная школа». И содержание данной формы анализируется в контексте таких параметров и критериев, как содержание образования, успеваемость, свойственная и характерная обучающимся общеобразовательной организации, специфика обучения и преподавания. Это также в некоторые моменты, связанные с социально-психологическим климатом, то есть моральные установки и климат. Это также мониторинг достижений и оказания помощи учащимся, как это обеспечено и реализуется в общеобразовательной организации. Ну и, конечно же, это ресурсная обеспеченность и привлечение дополнительных ресурсов в общеобразовательной организации, если таковые непосредственно имеются. Ну и, конечно же, это главные признаки управленческой деятельности, конечно же, да, это руководство, управление и в целом обеспечение качества. Напомню, что данная форма может быть заполнена руководителем общеобразовательной организации. А вот последующие могут заполняться не обязательно руководителем. Вы видите, что качество школьной среды, где оценивается в частности внешняя среда школы, внутренняя среда школы, в целом характеристики управления развитием школы, а также общая информация о школе может быть представлена любым административным работником общеобразовательной организации и будет заполнена вот эта форма, да, человеком, который обладает, в общем-то, данной информацией. И еще один главный такой емкий тоже компонент – это качество преподавания и организации учебного процесса. Данная форма может быть заполнена заместителем руководителя образовательной организации по учебной или по учебно-воспитательной работе. И вот здесь в содержании мониторинга нашли свое отражение следующие моменты. Это характеристики, связанные с планированием обучения, это характеристики, связанные с организацией процесса обучения, это характеристики, связанные непосредственно с навыками усвоения материала и мотивации. Это удовлетворение нужд учащихся, как осуществляется в общеобразовательных организациях, как учитывается их мнение и так далее. Оценка работы как часть процесса обучения. Это характеристика взаимодействия с родителями. Это особенности контрольно-оценочной деятельности в контексте отслеживания прогресса и достижений.
Это помощь в учебном процессе, как она организуется, ну и ожидаемые результаты и создание условий для их достижения. По сути, мониторинговые формы будут представлять собой Google формы, которые нужно будет заполнить представителям администрации общеобразовательной организации однократно, один раз. И фактически я думаю, что тот лимит времени, который предоставлен фактически в течение 3 недель, это позволит сделать, так скажем, данный процесс более или менее оптимальным. Фактически все те моменты, о которых мы с вами говорили только что, войдут в содержание, и непосредственно лицу, которое будет заполнять ту или иную форму, необходимо будет дать оценку. И эта оценка будет предложена в самых разных нюансах. Где-то она будет представлена в виде шкал от буквально непроявления или нехарактерной какой-то ситуации, признака для общеобразовательной организации, до, наоборот, явной тенденции, которая свойственна и характерна данному образовательной организации. Ну и так далее. То есть фактически в содержании мониторинговых вопросов используются самые-самые разнообразные формы. Любая форма будет требовать от участника мониторинга фиксацию непосредственно фамилии, имени, отчества. Обязательно это, конечно же, сведения об образовательной организации в контексте наименования, в контексте непосредственно электронного адреса. Ну а далее заполняется непосредственно основное содержание мониторинга. Относительно инструкций по заполнению всех форм, они будут высланы информационными письмами в каждую образовательную организацию в течение этой недели. И буквально уже, может быть, в течение сегодняшнего дня или завтрашнего дня полная информация о проведении входного мониторинга участников проекта «Эффективная школа» в 2020 году будет представлена на сайте Коми Республиканского института развития образования. В том числе будут указаны прямые ссылки на те формы, которые можно уже будет заполнять, если документация придет к вам достаточно поздно. Я думаю, что ориентируясь на эту информацию, вы сможете принять участие или начать принимать участие в мониторинге уже начиная, ну, буквально с завтрашнего дня. Относительно информационно-методического сопровождения мониторинга, здесь я хотел бы обратить ваше внимание, конечно же, в первую очередь на сайт института. В частности, это раздел «Проекты». Это проект по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях. Он звучит как в закладке непосредственно проекта «Эффективная школа». Вся информация по мониторингу, по нормативным документам, она размещается непосредственно в этих вкладках. И одна из этих вкладок, те, кто уже принимал участие и продолжает принимать участие в этом проекте в 2020 году, дальше это, конечно же, мобильный методист, где также будет обновляться информация и будет непосредственно представлена информация по проведению мониторинга. Помимо этого, как я уже сказал, у нас есть полные данные о каждом участнике школы фактически, и у нас есть сведения о том, кто будет курировать данный непосредственно проект и его реализацию со стороны муниципальных органов управления образованием и, конечно же, специалистов Коми Республиканского института развития образования. Поэтому вся информация о сопровождающих, так скажем, лицах, да, о том, какую помощь они могут оказать и так далее, вы также непосредственно получите. Ну и можно будет обратиться в данном случае непосредственно в центр. Кураторами проекта выступает непосредственно Габова Марина Анатольевна, проектор по научно-методической работе. Вы видите непосредственно, да, выходные данные. Это общий институтский телефон 28 60 11 и у нас добавочный 316 у Марины Анатольевны, мой добавочный 339 и методист нашего центра, который также участвует в сопровождении данного проекта, это Анастасия Вячеславовна Орешникова, у нее добавочный 312. Вы можете задавать любые вопросы, касающиеся непосредственно всех
в данном случае вопросов проведения мониторинга, мы по электронной почте обязательно на них непосредственно ответим. Я вижу уже непосредственно в некоторые вопросы, в частности, по поводу ссылки на этот приказ и посмотреть непосредственно перечень школ. Данные документы также мы направим вам по электронным адресам в каждую образовательную организацию, чтобы у вас были непосредственно сведения, да, и основания для принятия участия непосредственно в этом проекте. Также хочу анонсировать некоторые моменты, связанные с другими проектами, с другими, извините, мероприятиями данного проекта. Это ожидаемые в данном случае уже в середине года проведение, конечно же, грантового конкурса среди общеобразовательных организаций, участвующих в данном проекте. И, конечно же, вся та информация, которую мы с вами получим в ходе непосредственно мониторинга, мы можем как раз ее использовать для разработки программ перевода школ в эффективный режим функционирования. И эти документы, которые будут основываться в том числе и на данных мониторинга, могут быть использованы как конкурсные для участия непосредственно в данном мероприятии. Грантовый конкурс у нас завершается непосредственно выплатами, да, денежными, которые по определенным основаниям любая общеобразовательная организация сможет непосредственно использовать. Традиционно это повышение квалификации, это приобретение основных средств, это приобретение учебно-методической литературы, а также непосредственно оформление подписок и прочее, прочее. Ну, а также мы, конечно же, планируем проведение ряда курсов для педагогов общеобразовательных учреждений, школ, участников данного проекта. Обращаю ваше внимание, именно школ-участников. В частности, повышение квалификации. Запланированы непосредственно программы для руководителей или заместителей руководителя в контексте управления качеством образования в современных условиях, а также непосредственно для педагогов-предметников. В первую очередь, конечно же, это педагоги-предметники филологии, математики и предметники, которые участвуют в реализации дисциплин естественно-научного цикла, гуманитарного цикла и так далее. В рамках проекта мы планируем непосредственно в данном случае обучение за счет непосредственно принимающей стороны, то есть института в рамках непосредственно выделенных субсидий, обучить педагогов общеобразовательных учреждений, участвующих в данном проекте. Поэтому их участие в курсах повышения квалификации будет абсолютно бесплатно. Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы начнем рассылку документов по школам буквально уже сейчас по вашим просьбам в отношении приказа, в отношении иной информации, то есть базовой по данному проекту. Ну и, конечно же, это информация по мониторингу. Уважаемые участники, у нас есть вопросы. Ну, опять же, это ссылка на этот приказ. Посмотреть перечень школ. Я уже сообщил о том, что данный приказ мы обязательно вышлем. Уважаемые коллеги, есть ли какие-то вопросы относительно проведения мониторинга? Давайте мы еще раз вернемся на календарь мониторинга. Я обращаю ваше внимание на то, что мы до 30 апреля должны собрать мониторинговую информацию, где административные работники общеобразовательных организаций, тех 37, которые будут обозначены или уже обозначены в данном приказе, заполнят непосредственно формы, мониторинговые формы, и мы приступим непосредственно уже к анализу данной информации. Уважаемые коллеги, не вижу вопросов. Еще раз обращаю ваше внимание, показатели, попадающие под мониторинг, да, вот этот слайд, да. Но еще раз напоминаю, блок по качеству управления. Это вопросы, связанные с изучением, в частности, особенностей управления, руководства. Это ресурсная обеспеченность, привлечение дополнительных ресурсов. Это характеристики в целом коллектива, в частности, моральной установки, климат. Мониторинг достижений помощи учащимся, как осуществляется, специфика обучения и преподавания, характеристика успеваемости обучающихся, содержание образования.
Второй блок– это информация в целом о среде школы, то есть школьная среда. Это общая информация об общеобразовательной организации, это внешняя, внутренняя среда и, собственно, как осуществляется управление развитием школы. Ну и еще в данном случае у нас в целом достаточно такой емкий блок– это блок, связанный с качеством преподавания и организацией учебного процесса. Вопросы, появляющиеся в ходе заполнения этих форм, направляйте непосредственно по электронным адресам, которые я вам показывал. Это работник по центру нашему. Моральные установки и климат в данном случае не будет анкетой предложена, да, для того, чтобы вы как-то ее использовали непосредственно с работниками вашей общеобразовательной организации, либо с обучающимися, это будет оценка, частная оценка, непосредственно сделанная самим руководителем, либо его заместителем. И это не требует в данном случае какие-то дополнительные меры по поиску респондентов и прочее. Здесь принимает участие только управленческие кадры общеобразовательных организаций, и именно на их основе выстраивается определенное мнение о качестве процессов в школе. Поэтому мониторить моральные установки отдельной анкеты у нас в данном случае не будет, так скажем, предоставлена такая возможность, тем более в нынешних условиях. По какому принципу отбирались школы с низкими результатами обучения? Да, в данном случае Ольга Владимировна интересуется. Филиппова, я хотел бы обратить внимание на следующие два момента. В соответствии с методологией реализации проекта у нас учитываются два базовых показателя. Это школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях, и школы, непосредственно демонстрирующие низкие результаты обучения. В первом случае мы с помощью муниципальных органов управления образованием определяли подобный список через изучение индекса социального неблагополучия школ, а второй– это анализ статистической информации, представленной государственным автономным учреждением Республики Коми РИЦОКа по результатам, образовательным результатам за предыдущий учебный год. Это и стало основанием для выбора общеобразовательных организаций, участвующих в данном проекте. Да, практически по всем вопросам будет качественная оценка, и фактически, Лариса Борисовна, там будет в некоторых моментах предложено шкалирование. Шкалирование от низкой градации признака или непроявления признака до самой максимальной. Увидеть адреса. Не совсем я понимаю, что имеется в виду. Можно эту презентацию. Презентацию при необходимости я также могу направить для того, чтобы вы могли ознакомиться с основными этапами мониторинга. Ну и все это будет непосредственно представлено в том числе в информационном сообщении на сайте института. Итак, коллеги, если у вас возникнут вопросы по заполнению форм, фактически, получается, вы можете задавать данные вопросы письменно, мы обязательно на них все ответим, да, и когда мы все выйдем уже на наши рабочие места, мы можем непосредственно уже общаться по телефону. Повышение квалификации планировалось в этом учебном году, но в силу нынешних обстоятельств, скорее всего, все основные курсы у нас пройдут уже в следующем учебном году, то есть в 2020-2021. Если говорить о календарных сроках, то это, скорее всего, будет уже осень. Срок разработки муниципальных программ в данном случае по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения у нас установлен до конца мая, и фактически к этому сроку мы отработаем с представителями именно муниципалитетов, какие непосредственно мероприятия мы должны осуществить, в какие сроки, и для того, чтобы этот проект у нас непосредственно реализовывался так, как это запланировано и министерством, и ожидает от нас непосредственно Министерство просвещения Российской Федерации.
Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Уважаемые друзья, я благодарю вас за то, что вы в такой довольно-таки сложный час и время нашли возможность принять участие в данном вебинаре, хоть и аудио-вебинаре, но мы с вами должны, наверное, все-таки разрешить определенные организационные вопросы для того, чтобы начать непосредственно уже выполнять мероприятие. Я благодарю вас за внимание и желаю всего самого наилучшего. Всего доброго, до свидания.